Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В конце сентября в городе Великий Новгород прошел 8-й Всероссийский форум многофункциональных центров страны. На форуме были подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший МФЦ 2023 года». Центр «Мои документы» Республики Саха-Якутия стал победителем в двух номинациях «Лучший проект МФЦ» и «Лучшая региональная сеть МФЦ». Подробнее о проекте мы поговорим сегодня. Гостья в студии Людмила Масина, первый заместитель руководителя многофункционального центра «Мои документы». Людмила Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и в начале нашего разговора поздравляем вас с таким большим успехом. Вот расскажите подробнее о конкурсе. Спасибо большое за поздравления. Конкурс носит всероссийский уровень и проводится Минэкономразвития Российской Федерации с 2014 года. Наш центр участвует ежегодно в этом конкурсе, и практически каждый год мы одерживаем победы. По результатам прошлого года мы стали победителями в номинации «Лучший проект» и «Крупная региональная сеть». Ну вот по каким критериям оценивали заявки? Ну и вообще, кто вошел в жюри конкурса «Лучший многофункциональный центр России»? Конкурс достаточно серьезный, и поэтому критерии, которые предъявлялись к участникам, они тоже такие весомые. Да? Например, по номинации, в которой мы участвовали в рамках проекта, это в первую очередь польза для общества, для людей, и наша работа, да, которая направлена именно на удовлетворение потребностей нашего населения, безусловно, учитывалась в этой сфере. Да. Если говорить о крупной региональной сети, ну, именно по офисам, да, то оценивался уровень цифровой зрелости, применение дистанционных инструментов обслуживания заявителей, открытие так называемых секторов пользовательского сопровождения, когда человек может получить электронные услуги, обучаясь при этом. Жюри представляет собой такой прямо очень экспертный массив, поэтому оценка, которую все проекты, все номинанты, участники проходили, она серьезная. Это, во-первых, непосредственно представители Министерства экономического развития Российской Федерации. Также участвуют представители аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Могут быть в качестве экспертов, и они обязательно привлекаются по направлениям от структур федерального нашего правительства, да? А кроме того, в оценке участвуют руководители центров «Мои документы» всех регионов, других регионов. Поэтому, ну, такая коллегиальная, скажем так, оценка, да, комплексная со всех сторон. Ну, очень серьезная комиссия, действительно. Но вот как проходила подготовка к конкурсу, как готовились? Это самый волнительный этап, наверное, да? При этом он такой... помимо волнения, скажем так, уже нацеленности на результат, носит характер определения своих, скажем так, возможностей. Да? Мы сами себя оцениваем, смотрим. И когда, например, работали над проектом, мы в первую очередь ориентировались над тем, действительно ли вот то, что мы делаем, можно заявить и с точки зрения оценки пользы для общества. Да? И вот когда наша страна столкнулась со специальной военной операцией и понятными всем объективными причинами, мы решили, что вот этот проект, который очень классно на самом деле реализован в нашей республике при непосредственном нашем участии, достоин того, чтобы быть представлен на всероссийском уровне. Ну и офисы, конечно, да, тоже смотрели. По офисам мы не первый год участвуем, и это тоже говорит о том, что та клиентоориентированность, да, те ценности, та миссия нашего МФЦ, которая непосредственно соприкасается с людьми, она реализовывается в том числе в работе наших офисов. И что мы получаем? Это, безусловно, результат командной, вовлеченной работы под руководством нашего руководителя Никитиной Таисии Львовны. Потому что вот тот профессионализм, да,
те компетенции, которые команда нарабатывает, это, безусловно, проходит под таким очень чутким, очень важным со стороны руководителя поддерживающим фактором для нас всех. Мгм. Ну вот теперь расскажите о проекте МФЦ «Забота в действии». Что это за проект? «Забота в действии» — это проект, который представляет собой комплекс мероприятий. В первую очередь, когда вот это все началось, мы начали работать над тем, чтобы все это было максимально бесшовно и максимально эффективно. Поэтому мы здесь отрабатывали с нашими партнерами, органами власти, которые предоставляют меры поддержки для членов СВО. Мы осуществляли маршрутизацию этих обращений, да, потому что какого-то такого сервиса, который все это пропускает в автоматизированном режиме, на тот момент не было. Мы организовали наши окна приема в фонде «Защитники Отечества». Туда могут подойти все участники СВО, члены их семей и получить полный спектр госуслуг, а также конкретно вот эти адресные меры поддержки. Да? Также мы организовали правовую помощь, которая включает в себя как бесплатную юридическую помощь по абсолютно разным моментам, да, с которыми встречаются члены семей участников специальной военной операции, а также правовую экспертизу решений, которые органы выносят по этим направлениям. Да. К нам можно обратиться как лично, очно, при этом мы сформировали так называемый комплексный запрос, комплексная услуга, в рамках которой человек заполняет всего одно заявление и выбирает те меры поддержки, которые нужны. Если говорить о приеме в нашем центре, то для участников СВО организован так называемый «зеленый коридор», это внеочередное обслуживание, да, и полное сопровождение человека для того, чтобы он получил тот результат, на который рассчитывал, обращаясь в наш центр, если при этом у него есть такие основания, конечно. Паспорт семьи военнослужащего, забота. Вот, что это такое, что это за сервис и как им можно воспользоваться? Ну вот вы мне задавали до этого вопрос, и я о сервисе «Паспорт Забота» не сказала, и хорошо, спасибо большое, что вы задаете этот вопрос, потому что паспорт семьи военнослужащего «Забота» и само его название, оно легло уже в название нашего проекта, да? Это сервис, который реализован на нашем региональном портале государственных услуг Е-Якутия, представляет собой калькулятор, помощник мы его называем, да, который позволяет человеку, пройдя по определенному алгоритму, определить, какие меры поддержки, какие услуги он может получить, и тут же их оформить. Там идут ссылки на эти услуги, да, и, соответственно, в личном кабинете уже вырисовывается картина для человека. Помимо этого, паспорт Забота содержит второй компонент, это опросная форма, которая позволяет выявить те потребности, то, что нужно человеку, но еще не реализовано. Соответственно, это анализируется, да, сводится и направляется нами в правительство для того, чтобы они принимали управленческие те или иные решения. И согласно распоряжению нашего республиканского правительства 1086-Р, наш МФЦ является оператором этого паспорта. Что значит оператором? То есть мы постоянно поддерживаем все сервисы в актуальном состоянии, вносим необходимые изменения и отслеживаем его работоспособность. Ну вот расскажите, да, может быть, о последних изменениях в мерах поддержки для участников спецоперации в Якутии. На самом деле вот этих услуг, сервисов, да, мер поддержки, как мы их называем, более 20. Я говорю о тех, которые предоставляются на региональном уровне. И одним из последних можно отметить выплату нашу региональную в размере 900 тысяч, которая предоставляется проактивно для тех, которые заключили контракт на прохождение военной службы, начиная с 1 сентября этого года.
вот этот блок услуг предоставляет Министерство труда, Управление соцзащиты. Человеку никуда не надо обращаться по факту, а выплата поступает сразу же. Номинация «Лучшая региональная сеть МФЦ». Вот что делает Якутский центр «Мои документы» одним из лучших в стране? Я абсолютно уверена и могу с гордостью сказать, что наш многофункциональный центр действительно лучший в нашей стране. Да? Те принципы, которые мы используем в своей работе, они в самую первую очередь касаются того, чтобы обслуживание было удобным, понятным, с уважением к нашим заявителям, да, и поэтому офисы, которые представлены практически везде, точно во всех районных центрах нашей республики, а также в некоторых населенных пунктах. Например, недавно мы открыли в селе Чульман, в поселке Чульман, да, наш офис. Всего их 52, и каждый работает по тому, что заложено в нашей миссии, да, то есть это вот такое эффективное, вовлеченное, командное сотрудничество, в первую очередь с нашим человеком. И Минэкономразвития, который проводит также свой рейтинг эффективности, по результатам вот этого рейтинга на последнюю отчетную дату мы находимся в так называемой зеленой зоне и показываем эффективный уровень менеджмента и управления МФЦ. Да? Услуг у нас очень-очень много. Их можно получить как бумажно, так и электронно. Да? Вот про СПС, сектор пользовательского сопровождения, я уже рассказала. Поэтому вот те тенденции, те тренды, которые идут в сфере госуслуг, они интегрируются, да, с тем, как мы понимаем, как это нужно реализовать для человека, и, соответственно, реализовываем в своей работе. Если говорить конкретно об офисах, которые вошли в число представляющих нашу сеть в этом году, то это офисы в городе Вилюйске, в Верхневилюйском районе, Усть-Алданском, Хангаласском и наш офис в городе Якутске по улице Ярославского. И надо отметить, что это не единственные офисы, которые признаны лучшими, на которых будет размещена специальная табличка Минэкономразвития, да, о том, что это действительно вот офис, который прошел такую оценку высокую. Например, в прошлом году мы также участвовали в позапрошлом, то есть по итогам позапрошлого в прошлом году, и там были заявлены ряд наших городских офисов, в частности, наш головной офис по Амосово, он самый большой среди офисов, да, практически все жители города Якутска, наверное, знают об этом. И мы заявляли тоже наши районные отделения, это Алданский, Намский, Алекминский, Нюрбинский и Чурапчинский район. Ну, действительно, по собственному опыту могу сказать, что у нас одни из лучших офисов МФЦ, сам пользуюсь услугами и могу это подтвердить. И я уверен, что эти победы, они не последние. Людмила Дмитриевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо жителей Якутии. Спасибо, Сергей, за приглашение. Спасибо за поздравления. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.